Продолжаем дополнять информационную картину четверга. В студии Надежда Саханская. Здравствуйте. Коротко о темах. Восстановление продолжается. Пострадавшие от паводка районы получили выплаты. Общий размер субсидий составил около 300 миллионов рублей. Осторожно, карантин. В Амгинском улусе выявили 3 зоны сибирского шелкопряда на территориях крупных хозяйств. Не в этом году известный путешественник Дугуйдан Винокуров отказался от участия в международном соревновании для коневодов. Айсен Николаев провел заседание по аварийно-восстановительным работам в пострадавших от весеннего паводка районах. Наиболее сложная ситуация тогда сложилась в Намском, Алекминском, Нюрбинском и Анабарском районах. 26 июля вышло постановление правительства России об увеличении размера выплаты пострадавшим в 1,5 раза. В связи с этим Якутия запросила дополнительно 150 миллионов рублей. По информации министра экологии Евгения Перфильева, за счет федерального бюджета всем пострадавшим уже выплачено 307 миллионов рублей. Продолжается восстановление жилищно-коммунальных, транспортных и инфраструктурных объектов. Глава Республики Айсен Сергеевич Николаев особое внимание уделил восстановлению жилья, так как у нас есть жилье, пострадавшее в результате паводка, есть даже жилье, которое уже по сути непригодно для дальнейшего проживания. Поэтому в ближайшее время начнутся стройки, ремонты этих жилых помещений. Также особое внимание уделяется ремонту объектов социальной инфраструктуры, здравоохранения, образования, чтобы уже 1 сентября, как говорится, не за горами, чтобы дети уже пошли у нас в отремонтированные здания. Многодетным семьям в поселке Жатай устанавливают автономные дымовые пожарные извещатели. Инструкторы и специалисты администрации активно работают над оснащением домов. По состоянию на 1 августа в Якутске и окрестностях зарегистрирован 451 пожар. Автономные дымовые пожарные извещатели на сегодняшний день считаются одним из лучших средств защиты, так как они реагируют на дым на ранней стадии и предупреждают жителей звуковым сигналом. Наиболее распространенными причинами данных пожаров является неправильная эксплуатация электроустановок, печного и газооборудования, детская шалость, а также неосторожное обращение с огнем. В целях защиты жизни и здоровья людей от пожаров, повышения уровня защищенности многоквартирных жилых домов, частных домов, а также в местах проживания многодетных малообеспеченных семей, одиноко проживающих инвалидов, необходимо оборудовать автономными дымовыми пожарными извещателями. Также сегодня отделом надзорной деятельности профилактические работы по городу Якутску в рамках акции «Установи АДПИ» переданы администрации Жатая 120 штук пожарных извещателей. Якутская генерирующая компания поставила 19 новых дизельных генераторов в Алмаза-Анабара в рамках технического перевооружения. Обновленный технопарк непрерывно вырабатывает 15 мегаватт электричества. Этого достаточно, чтобы подавать энергию в квартиры 10 тысяч домов. К холодам с учетом непогоды готовиться нужно оперативно. Весной и осенью Алмаза-Анабара используют тепло выхлопных газов, дизельные электростанции для отопления, экономя горючее. К зиме компания заменила генераторы, чтобы повысить надежность электроснабжения и упростить обслуживание. Технопарк снабжает теплом и электричеством 35 объектов в Анабарском и Булунском улусах. Зима у нас занимает 8 месяцев в году, а подготавливаться мы можем максимум 4. Отопительный сезон на самом деле за полярным кругом, он по сути и не заканчивается. На самом деле даже в июле, июне или августе мы подаем тепло на объекты, если это требуется. Поскольку в сезон дождей температура может достигать и до плюс 5-8 градусов. В Алекминском районе работает группа управления автомобильных дорог республики. Главная задача – убедиться, что работы выполняют строго в рамках графика и в соответствии с проектом. Кроме выезда на места, где идет строительство дорожного полотна, представители управления встретились с администрацией Алекминского района и администрацией города. Рассказывает Елена Фаст. О перспективах развития дорожной сети в Алекминском районе говорили на совещании, где присутствовал официальный заказчик управления автомобильных дорог республики. Серьезные работы по обустройству данного дорожного полотна, то есть это идет, укладка тротуарных, укладка труб, канав, укладка лотков. И вся инфраструктура, барьерные ограждения и так далее. Это довольно такая, трудоемкая работа. Есть очень много вопросов, вопросы примыкания к
подъездным, значит, жилым домам, к, значит, административным зданиям различным, да, тоже магазинов. Очень много в городе Алепинске, как раз по центральной дороге этой, да, у нас стоят. Поэтому здесь вот сейчас пытаемся оперативно эти вопросы решить. Было отмечено, что работы идут в рамках утвержденного проекта. Далеко не все пожелания населения могут быть исполнены. Тем не менее, заказчик старается учесть их. Задача такая, что в первую очередь сейчас, значит, уложить нам съезды, съезды по перекресткам, вот, и съезды, значит, к жилым домам, вот, и уложить лотки водопропускные и добетонировать. А дальше, значит, пойдет, ну, у нас бригада едет еще 10 человек, приедет 4 числа, значит, на усиление той бригады, которая здесь есть, они будут заниматься, значит, больше тротуарами и, значит, канавами. Есть видение и по вопросу передачи части муниципальных дорог в район. Дороги, как скажем, это вопрос решения местных властей, районной и городской администрации. Ну, насколько мне известно, значит, что городская администрация, сейчас 2 дороги, как минимум, это дорога аэропорт и дорога в Ричпорт, города Алепинска, да, они подготовлены к передаче в районную администрацию. Комиссия с инспектором управления дорог проехала по всему маршруту от Бирюка до Солянки, где идет строительство автодороги. По словам инспектора, проверки проводятся на постоянной основе. Минимум раз в месяц приезжаем обязательно, проверяем на качество все материалы, лабораторные испытания, все проверяется, все, ну, на соблюдение всех ГОСТов, всех требований нормативной документации. Это все в обязательном порядке. Работы необходимо завершить в срок. Программа имеет четкие временные рамки. На сегодня это реально. Елена Фаст, Максим Копылов, Алепинск. В Якутске прошел первый день межрегиональной научно-практической конференции с участием ведущих онкологов России и ближнего зарубежья. Главной темой мероприятия стали актуальные вопросы оказания онкологической помощи на территориях с малой плотностью населения. Ежегодное событие включает в себя не только изучение новейших технологий и методик лечения, но также дает возможность почерпнуть практического опыта у экспертов мирового уровня. В рамках нашей научно-практической конференции проведение мастер-классов проводит третий год. Сегодня операцию проводил доктор, который приехал к нам из Москвы. Мы проводили сегодня, смотрели, видели 2 операции параллельно. Это значит операция при опухоли легкого и при раке, колоректальном раке. Новое оборудование, новый у нас центр онкологический. Конечно же, это все в ногу со временем, современное оборудование. Молодые наши доктора обучаются не только у нас, наших коллег в России, но и за рубежом. В Амгинском улусе проходит мониторинг Россельхознадзора. Обследования проводят на посевных площадях, территориях крупных хозяйств и в складских помещениях субъектов, занимающихся выращиванием зерновых культур. Во время обследования инспекторы устанавливают ловушки и берут пробы. По результатам мониторинга отобранные образцы направляются в лабораторию. И в случае подтверждения карантинного объекта принимается решение об установлении карантина. Также, согласно плану мониторинга карантина фитосанитарного состояния нашей республики, проводится обследование лесного массива в Амгинском районе. На территории Амгинского района на данный момент установлено 3 карантинные фитосанитарные зоны по сибирскому шелкопряду. Обследование проводится 3 методами. Визуальный метод, метод модельного дерева, а также метод с использованием феромонных ловушек. Феромонные ловушки – это вот такие домики, где установлен феромон и действует на площади 200 гектаров. Это именно ловушка на сибирского шелкопряда. Также у нас есть ловушки на усачей рода Монохамус, площадь действия которых где-то около гектара. В Горном Улусе с 2023 года работает пилотный проект долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами. Цель проекта – обеспечить людей, неспособных самостоятельно позаботиться о себе, максимально возможным уровнем независимости. Сейчас в Улусе всего 58 человек находятся на долговременном уходе, за ними ухаживают 39 специально обученных работников. Также приобретаются необходимые технические средства реабилитации.
Уход и помощь не должны прерываться, и если человек по своему состоянию здоровья нуждается в поддержке, он должен ее получать по месту его нахождения. Для ухода за мобильными проживающими приобретаются необходимые технические средства и реабилитации, например, кресла-коляски, скользящие простыни, многофункциональные кровати, санитарные кресла и так далее. Известный коневод и путешественник Дугуйдан Винокуров не будет участвовать на международном соревновании для коневодов в Казахстане. По его словам, для этого нужно заранее вести тщательную подготовку, а приглашение на большое соревнование Дугуйдан получил только 29 июля. В Казахстане соревнования «Тур Великой Степи» проведут в рамках игр кочевников, которые пройдут с 3 по 7 сентября. Коневоды должны пройти на лошадях 500 километров до Алматы. И, по словам Дугуйдана Винокурова, без подготовки он не сможет участвовать в таком большом состязании. Но он войдет в состав якутской делегации и в будущем обязательно примет участие. Проведено собрание во главе Артема Александровича, министра. И решили то, что не поехать, потому что у нас подготовки нету. Мои лошади, то есть они уже не готовы пока что, потому что с прошлого года они вообще не объезжены. А времени осталось очень мало, то есть только месяц на подготовку, на перевозку и на акклиматизацию. Поэтому решили в этом году не участвовать, а поехать как представитель и снутри все увидеть, посмотреть, как эти игры проводятся, и сделать тут сборную команду, отборочный тур, и отобрать оттуда хороших лошадей, уже поехать подготовлению. Участников Урылахского танцевального ансамбля «Чечир» встречали овациями в аэропорту Мирного. 7 танцоров показали в Казани 7 номеров и получили 7 наград. Счастливое число, если верить приметам. На фестиваль творчества «Признание артист» коллектив отправил культурно-спортивный комплекс. После фестиваля для «Чечира» провели экскурсию по знаковым местам Казани, показали Свияжской главные достопримечательности. С 5 по 26 августа участники ансамбля поедут в сочинский оздоровительный центр «Илона», где юные танцоры будут не только отдыхать, но и оттачивать танцевальные навыки в творческой школе. Всего в день конкурса было 154 номера. Из них только 3 номера вышли на гала-концерт. И один из них – это наш танец был. «Алас Кыргыттара» называется, якутский танец. Все, и после гала-концерта сразу было награждение. Нам вручили лауреатов первых степеней. Ну и все, мы уже были рады за первые места. А тут объявляют, что еще гран-при. Просто листали рекомендации и нашли звук, который нам подходит. Мы готовились к этому танцу около 5 месяцев, наверное. И так он лауреат первой степени занял. Наши корреспонденты следят за развитием событий. Оставайтесь с нами.